15 февраля 2024 года исполнилось 110 лет со дня рождения выдающегося актера и режиссера, одного из основоположников казахстанского киноискусства Шакена Айманова. Шакен Айманов родился 15 февраля 1914 года в Баян-Ауле. Рос он в обычной рабочей семье. Окончив школу, Шакен Айманов поступил в педагогический техникум в городе Семей. Там талантливого и артистичного парня заметили и пригласили его в труппу Казахского академического театра драмы имени Ауэзова в Алматы. Через несколько лет Айманов возглавил театр. Он занял пост руководителя и главного режиссера. Здесь по-настоящему раскрылся его актерский талант. Его игру оценивали как правдивую, понятную зрителям. Шакен Айманов отдал театру много сил и энергии, проработав там до 1953 года. В 1954 году началась новая глава его жизни. Расставшись с театром, актер окунулся в увлекательный мир кинематографа. Первые эпизодические роли Айманову предложили сыграть еще во время его работы в театре. Это были картины Амангельды и Райхан. Прорыв случился позже, после выхода художественного фильма «Песни Абая» в 1945 году. Затем последовала кинокартина «Джамбул», в которой Шакен Айманов перевоплотился в казахского акына. Благодаря этому фильму Айманов ближе познакомился с процессом кинопроизводства, что определило его дальнейшую судьбу. Переход Айманова из актера в режиссеры ознаменовала картина «Поэма о любви» 1954 года. Это была первая режиссерская работа Шакена Айманова. Следующая, не менее амбициозная работа – кинолента «Дочь степей», в которой была показана история страны на примере жизни главной героини. Также Айманов успел снять такие яркие картины, как «Мы здесь живем», «В одном районе», «Ангел в тюбетейке». Успех к Шакену Айманову пришел после создания кинокомедии «Наш милый доктор». Этот фильм не только завоевал всенародную любовь, но и получил всесоюзную славу. К сожалению, преждевременная гибель гениального человека, Шакену Айманову на момент смерти было всего 56 лет, оборвала яркую и многогранную страницу поэтического кино, которую писал Айманов. Шакен Айманов был ярким, талантливым, добрым, тонко чувствующим человеком с большим сердцем. Человеком, которого будут помнить многие поколения.